Первые кадры, снятые за несколько секунд до ДТП. 30-летний автолюбитель молниеносно сбивает двух пешеходов. Один из парней на момент столкновения попробовал отбросить своего друга на обочину. Авария произошла около полудня. В это время молодые люди направлялись в мечеть. Ничего не предвещало беды, пока водитель «Лада Гранта» на высокой скорости не сбил пешеходов. Снесенный дорожный знак все еще валяется здесь. Осколки разбитых стекол и обломки авто разбросаны рядом с проезжей частью. Финишная точка автомобиля – железнодорожный переход. Пострадавших сразу же доставили в республиканскую клиническую больницу с различными переломами. На момент поступления их состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Ни одной матери не пожелаю. Данилбек Ахриев пока спит, приходит в себя после случившегося. Рядом мама. Хадия Ахриева не отходит от сына ни на минуту. До сих пор не может прийти в себя после случившегося. Она в один момент чуть не осталась без своей опоры и смысла жизни. На поправки уйдут. В палате. Ну, конечно, длительное лечение. Врачи утешают, утешительный прогноз. Очень человечный персонал. Именно Данилбек Ахриев на видео отбрасывает своего приятеля на обочину. А как еще мог поступить лучший друг? У парня тупая травма живота, линейный перелом черепа и ушиб головного мозга. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Нас вызвали как смежных специалистов. Было выполнено КТ и ряд других клинических исследований. Пациент был сразу же прооперирован по поводу тупой травмы живота. Но Исламу пока покидать реанимационный блок рано. У него частичная потеря памяти. Как все произошло, не помнит, а только отшучивается. Шел, упал, очнулся, гипса, Состояние больных на момент поступления было крайне тяжелым. Поступал больной Бекмурзиев Ислам с закрытой черепно-мозговой травмой. Перелом бедренной кости слева и перелом тазовых костей. Травматическое повреждение было поверхностной бедренной артерии и подколенной артерии. Произведена репозиция отломков, костных отломков в тот же день, в день поступления, и реваскуляризация артерии. Состояние на сегодняшний день стабильное. В сознании больной находится в реанимационном палате. Планируется сегодняшним днем у нас репозиция костных отломков тазовых именно. Машину теперь можно сдавать на металлолом. Сам водитель не пострадал. Избежать дальнейшего наказания ему не удастся. В ГИБДД проводит следственную проверку по этому факту. Низам лорди из Масняры. Солорцер бахандожи, мел скорости сахварова, машины управление потерять, я эрсиметали, я что машин шидуала я ницен, еще машин шидуала я что я с обочин да того изла, что шинзам сагади, машин это я что хатер нистан. Только с начала этого года в Ингушскую республиканскую клиническую больницу поступило 7 человек. Из них 2 скончались в больнице. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Очень часто к нам доставляют пострадавших. Даже нам, докторам, очень тяжело бывает за этим наблюдать. Убедительная просьба к водителям соблюдать правила дорожного движения, пешеходам, чтобы они не нарушали правила также. Хадия Ахриева обращается ко всем, кто садится за руль, соблюдать правила дорожного движения, чтобы печальная весть о страшной трагедии никогда не коснулась ни одной семьи. Даже не знаю, я теряюсь. Что вы же видите, что сейчас происходит. Нарушая правила дорожного движения, водители пренебрегают своими и чужими жизнями. Визг тормозов и удар, а далее крики и слезы в глазах родных, близких, которые потеряли достойных сынов. То, что ребята остались живых, это настоящее чудо.
хотя исход мог оказаться куда трагичнее. Разве это не повод задуматься? Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.